И впереди меня, быстрее ветра, готовая озвучить бытие, послом любви моей, надежды, веры, летело слово дерзкое мое. Я шел с Аварского театра по Байнавской улице и в горком комсомола, что нас с Катрюей в первую очередь связывало. Она в эти дни готовилась уехать на международный фестиваль молодежи и студентов в Гавану. И вот мы встретились перед Союзом писателей, она выходила с Союза, такая радостная. Когда мы встречались, у нас всегда были теплые такие отношения, лучезарной улыбкой. Мы не говорили на русском, мы говорили, она на ногайском, я на кумысском, мы разговаривали так между собой. Мы идем в комсомол, и она по дороге рассказывала, какие планы, какие дела. Может, в этом была зависть, потому что она была человеком, опережающим время. Она с ногайских степей взяла, великой степи взяла все богатство народного творчества. Она смотрела как-то, с любовью к человеку. В ней не было никогда в жизни тени зависти. Кому-то она завидовала. У нее времени не было завидовать кому-то. Или сделать что-то подлое не было, потому что она жила стихами. И вот никогда ничего не предвещало. Мы прошлись спокойно. Она зашла первому секретарю горкома комсомола, а я зашел в отдел. И вот так мы попрощались. Я пожелал ей счастливого возврата, хорошего полета в Гавану. И вот на следующий день трагедия пришла, весть о том, что ее не стало. Вы знаете, это на самом деле шок был. Человек уже печатает все мировые издания и за рубежом, и в Советском Союзе, и вдруг ее не стало. Что случилось? Я для себя иногда искал в ее стихах, искал ответы на эти вопросы. Кто же виновен в этой трагедии? Потом оно легло к земле, скользнуло, углядела жизнь, черна или бела, и чьи-то души рядом всколыхнула, чтоб этих греть, а тех сжигать дотла. Судьба Кадрии – это мне чем-то напоминает судьбу и Марины Цветаевой. Вот та пронзительность, вот всегда впечатление того, что вот человек, поэзия вот рифмуется с лезвием, да, вот как бы шел по лезвию. И эта жизнь ее такова и была. Она предвидела свое, вот трагический этот исход. И то, что так с ней случилось, произошло, это как бы ее продолжение творчества. Это поэт своего народа, потому что поэт выражает дух, смысл, суть своего народа. То, что хочет народ высказать, он высказывает через своих поэтов. У Рубцова есть такие строчки: «И долго буду жить в своем народе». Вот я так полагаю, что вот эти строки вполне применимы и к Кадрии. Я падала, и путь верша сначала, друзей теряла на кругах земных, в сердцах людей жестокость различала, но милосердия больше было в них. Мне дали идти дорогою прямою, опережая собственную тень, и небо поднимая над землею, о новом слове думать новый день. Просто я, когда вспоминаю, без слез о ней вспоминать не могу. Ногайский народ потерял великую поэтессу свою. Мы скорбим до сих пор по ней. Она не была похожа на других, она была особенная. Ценную ночь мы Васил был народный поэт Дагестана, его тоже друг, мой друг. Они в соседстве жили. Его жены не было дома. Она поднялась наверх и спросила нас: ребята, у вас хоть что-нибудь, еда какая-нибудь есть, помочь вам чем-нибудь? Сказали: у нас все нормально, как Андрея, все. Об этом она думала. Она говорит: ну если у вас все нормально, дайте мне литературную газету. Мне надо «Малую землю» Брежнева переводить. И когда она газету взяла, я протянул газету. Это вот печальнейший взгляд, да, который... Я же тогда
Я думаю, устала, наверное. Я думаю, там еще это надо переводить за ночь. И какая-то вот тревога существовала в ней, понимаете, какая-то понятная. То ли она, какой-то взгляд изменился, оглядка какая-то, ну, чувство какое-то тревожное. Вот эти дни, эти недели последние, она была какая-то заполненная каким-то непонятным, каким-то вот этим тревожным чувством. И мне несколько человек тоже говорили, что она сама тоже что-то говорила об этом. Ну, видишь, такая непонятная вообще, до сих пор не ясно, что случилось. И, может быть, даже кто-то говорит, что какая-то машина все время стояла, там какая-то во дворе, красный «Жигули» стоял там. Многие люди у нас злые, ничтожные, знаете. И среди творческих людей тоже очень много таких людей, которые... Чем слабее человек, тем он завистливее, тем он ничтожнее. Хотя я не нуждалась, понимаете, в зависти, потому что она была я, Кадрия, понимаете. Она ничего чужого ей не нужно было. У нее своего достаточно. И поделиться со всем миром и оставить еще на века. И следующий день мы пошли на работу. Ну, день как день, июньский день был. Сели, вот здесь был чайхана у нас, в этом самом. И вдруг кто-то в бегу бежит и говорит: Кадрию убили. Тут вскакиваем, бежим в Союз писателей, где собрались писатели разных народов, у нас все это Расулом значит не было. И, значит, он потом прилетел, и там, значит, и отправили нас туда, во двор, сожжено все вокруг, под квартире в этой. Я был один из первых, который зашел туда, и до сих пор вообще такое, конечно, впечатление, все сгорело. Я на своих плечах его выносил во двор, и мы сели эту машину, и 3 часа я обосил, и Анбары Култаев поехали в Нагай. Был каждый шаг мой, как через преграду. О, слово, не останься в стороне. Пока жива, иди со мною рядом. Когда умру, стань памятником мне. Смерть ее была неожиданной, и поэтому слишком тяжелой и непонятной. Как? Откуда? Зачем? Все связано с ее именем было надеждой на большое чудо, которое, если не сегодня, то завтра обязательно произошло бы. И хотя вера, что среди обид, среди почета, среди надежд на мой успех, а в вышине моя работа, в которой я искуснее всех, была у нее всегда, и была уверенность своей силой, которую она не теряла ни на минуту. Несмотря на все это, Кадрии сегодня с нами нет. И мы слышим ее голос только в стихах. Кадрия появилась как мгновение, яркое, как молния. И мгновение Кадрии длится в наших веках, и ее поэзия останется на устах древнего нагайского народа, как поэзия акынов средних веков, Асана Кайкылы, Шалкиеза, Кастувгана. Сегодня трудно найти нагайца, который не знал бы стихов Кадрии.
Они известны не только в Дагестане. Ими восхищаются все те, кто услышал, независимо от того, в каком уголке он живет. Они переведены на русский, грузинский, на языки народов Дагестана, на языки тюркских народов мира, болгарский, сербский, белорусский, арабский и японский языки. Стихи Кадрии музыкальные, лиричные, в них нежность, искренность, любовь к родной земле, народу. Елді кезіп, мен болғаныманы көп яқтап, ама жүрек талпынады тек саған. Ем ойларым, ата юртым сен яқтап. Тоқташы сен, тоқта менің сүйегім, сені күткен жырақларда бар мекен. Жырақлардан юлықтан, уақ түйіп өкпелерге бермес. Как сказал Расул Гамзатов, Кадрия была красивым человеком и поэтом Божьей милостью. В 1984 году Расул приехал в Ногайский район. Расул Гамзатов, еще при жизни поотечески опекавший Кадрию, долго не мог смириться с ее гибелью. Он неоднократно отправлял запросы в Генеральную прокуратуру СССР. Просил ее взять под свой контроль это вопиющее преступление, которое не раскрыто до сих пор. Это преступление против поэта лежит немым укором. Вижу кровь, замирая от боли, опаленные вижу крыла. Кадрия горской музы давной, ты заветной надеждой была, не ногайской степи грамотейкой, в этот мир прискакавшей верхом, а застенчивой чародейкой ты вошла и блеснула стихом. Народ увековечил память славной дочери. Имя ногайской поэтессы носит улица, где она провела свои детские годы. Школа в родном селе Тереклимектеп, где училась Кадрия, носит ее имя. И там же открыт музей Кадрии, где дети сами рассказывают о ней. Во дворе школы скульптором Кошали Зармамбетовым установлен бюст Кадрии. Этим же мастером готовится новый памятник. Начал делать эскиз буквально. Я специально лицо не показываю, потому что он еще в работе, чтобы, главное, люди оценили масштаб, как бы уже сделанный с пластилина головы. Я еще не знаю, в каком месте, если около школы, тогда, соответственно, дети будут дежурить, выращивать цветы разные. А если где-то в центре Тереклимектепа, тогда, само собой, тоже будет озеленение, будут здесь скамейки, здесь будут фонари, чтобы люди приходили и, как бы, общаясь друг с другом, вспоминали Кадрию, и одновременно, может быть, какие-то поэтические будут встречи там. Я хотел бы, чтобы там люди встречались именно. Матери с любовью дают твое имя своим дочерям. О твоей поэзии пишут диссертации. Сегодня у ногайского народа есть государственный оркестр народных инструментов, государственный фольклорный этнографический ансамбль «Айланай», государственный ногайский драматический театр. Но самое главное – степь, быстроногие скакуны, тропинки, на которых Кадрия собирала цветы, пастбища, где она вольно гуляла с бабушкой, помнят ее. Поколение наших детей выросло без Кадрии, но они наизусть знают стихи ее. Сол шөлікте күн сәулесі айлақ мол. Yazlıq таңғы сол шөлікті атады. Ем түнлерді малқылдаған жұлдызлар шөл төсінде қалқып қонып ятады. Сол шөлікті күннен болған қызыман. Көкіректі отлы жүрек ұрады. Жүрек жүрін мен халқыма созаман. Соқпақ етіп халқпан өзім арада. Халқым, сенің шықтай таза табысың. Кірген менің тамырыма, қаныма. Ерім менің көңіліңді жылытса, мұннан үккөн нәсіп жоқты яныма. Живы стихи твои, Кадрия, жив твой образ. Они еще столетия будут с нами, с твоим народом, Кадрия.
О тебе мы говорим, как о комете, которая пролетела на небосводе, оставив яркий след.